Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему: события будущей недели. Что будет, что ждет, что удивит, что порадует. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какая интересная неделя. Веселая такая. Ой, какая веселая неделя. Слушайте, здесь идут перепады. От какого-то расслабленного состояния, да, как говорится, в полумье. Неделя начнется с праздника, с удовольствия, с развлечений, с хорошего позитивного такого настроя. Плюс я вижу, что вы как отключаетесь от каких-то не знаю, проблем, бед, так отодвигаете, говорите: так, все, пожалуйста, не трогайте, я хочу немножечко расслабиться и отдохнуть. Вокруг вас очень хорошие люди, добрые, открытые, сердечные и вам очень приятные. Вот вы в окружении этих людей. Смотрите, и с правой стороны вас за руку держат, и с левой стороны вас за руку держат. Ну, прям веселье идет. Какая-то даже беззаботность ощущается. Смотрите, ваша семья, либо ваши самые родные, близкие, дорогие вам люди, все рядышком с вами, и вас и радуют, и удивляют. И смотрите, как вы прям как танцуете все вместе, не знаю, что-то вместе делаете, очень приятное и доброе. С левой стороны, девчоночки, готовьтесь. Да и мужчины тоже, да, как какой-то поклонник у вас образовался. То есть человек, который будет пытаться навязать вам свое внимание. Но вам это будет приятно. Может быть, это будет в шутливой форме, может быть и по-серьезному, но тем не менее, вижу, что вам приятно, потому что вы все-таки руку человеку даете. Говорите: давайте, ухаживайте за мной, окей, я согласна, либо я согласен. Да, мужчины, не удивляйтесь, может быть, какая-то женщина будет за вами ухаживать, прям стараться там вокруг вас, хороводы водить. Это нормально, это интересно, это весело, и главное, что вам хорошо. А девочки, кто без пары, вот он ваш звездный час. Здесь вы и с поклонником, и счастливая, и довольная. И смотрите, как у вас все тут сложилось. Да. За кем-то, кстати, несколько человек будут ухаживать. Но один прям серьезно, прям с такими далекоидущими намерениями, планами. А второй просто как такой ухажер, да. Знаки внимания, там подмигивает, что-то там улыбается. Тоже, знаете, как-то себя проявит. Тут менее интересный персонаж, и он так у нас в стороночке вышел. А этот прям активный, очень активный. Прям есть с кем пообщаться. Вот здесь, видите, пара танцует. Мужчина женщину танцует. Он ее так аккуратненько держит, поддерживает. А женщина как будто бы с крылышками счастливая. Кто-то прям со своим любимым будет проводить, и, как говорится, дни и ночи напролет. И удовольствие. Здесь одно сплошное удовольствие на двоих. Нам очень вдвоем хорошо. И женщина давно так не была счастлива. Да и мужчина тоже очень счастлив. Ему тоже очень хорошо с вами. Знаете, мои хорошие, кому-то персонально идет, что ваш треугольник, в котором находитесь вы, достаточно проблематичный, он как бы разрешится. И мужчина идет к вам танцевать, то есть он вас приглашает на танец. А та другая женщина пытается его, видите, с последних сил, не знаю, к себе притянуть, удержать, но он вырывается из ее цепких рук и приглашает вас. То есть
Он с вами хочет танцевать этот танец жизни. То есть такое счастливое прям событие у кого-то из девочек отыграется. Кто у меня ссорился, кто у меня никак не мог договориться, смотрите, у вас все хорошо будет. Хорошо, прекрасно. Вы либо накануне помиритесь, либо вот прям в самом начале недели как бы помиритесь. Инициатор примирения именно мужчина идет. То есть мужчина вас приглашает. Так, идем дальше. Смотрите, у большинства из вас отыграются очень спокойные, размеренные дни. То есть неделька прям такая спокойная идет. Да, вижу домашнюю работу, но как бы да, никуда не денешься. Но это будет попозже, туда, к концу недели. Начало прям праздник, веселье, удовольствие. А вот у кого-то из вас отыграется, что нужно будет очень много работать. Причем, ну, не знаю, с утра и до ночи, до самой. Работа. И вам прям тяжело будет, очень тяжело. Может быть, у вас такая служба, должность, да, когда вы вынуждены, либо вы за кого-то даже будете еще работать. И прям вижу, что вы как бы злитесь на эту ситуацию. Говорите, ну вот как меня угораздило попасть. Все развлекаются, все там отдыхают, празднуют, а я вот пашу, и мне тяжело. И как все про меня там забыли, там никому не нужен, не нужна. Мои хорошие, не уходите в пессимизм. Знаете, что ваш труд будет награжден, причем, я так понимаю, по двойному, либо даже по тройному тарифу. Вам есть за что работать. Может быть, вы немножечко как выпадете из этого всего общего празднования и хорошего позитивного настроения, но, по крайней мере, у вас денежка идет. И денежка, прям, смотрите, по сердцу такая, ну, вот это я понимаю, вот это оплата, за это можно и потерпеть. Кстати, возможно, дадут гораздо больше, чем, например, обещали. Либо как там чаевые, премии, там, сверх как там норматива. Нет, сверхурочные, по-моему, называется. Но кто знает, напишите, как это правильно называется. Когда, платят и зарплату обещанную, и еще там сверху вот за какие-то дополнительные часы доплачивают. Ну, приятно, очень даже приятно. Не просто так вы будете работать. Денег заработаете, много заработаете. А потом смотрите, какая ситуация. У вас денег много, а у тех, кто праздновал, денег нет. И все пойдут с протянутой рукой к вам. Помоги, одолжи, выручи. Понимаете, такая ситуация. А вы добрая душа. А вы никому не откажете, всем поможете. Да. Хороший вы человек, хороший. А что касается праздников, ну не переживайте, будут еще праздники в вашей жизни. И там уже оторветесь, целиком и полностью оторветесь. Так, у кого-то будет возвращение в эту неделю. Вы откуда-то будете возвращаться. Возвращаться, причем в каких-то необычных и очень комфортных условиях. Может быть, у вас билет, ну, допустим, на автобус, а вас какой-то добрый человек, не знаю, там, на хорошей машине комфортно довезет. Да? Вот прям идут комфортные условия на возвращение. И вам так приятно, и вы так и выспаться сможете, и прям с комфортом доехать до дома. То есть хорошо идет. Еще и не с пустыми руками. Не с пустыми. У вас какой-то багаж интересные, вот как будто бы это все не ваше, а вам надавали. Надавали, и вот прям набери, и все. Мы не принимаем отказов. Так, еще важный момент. Момент связан с какими-то походами, куда-то вы будете ходить. Может быть, на природу, может быть, какие-то места вот для вас новые, там, либо вы редко бывали. Я вижу у вас удовольствие и восхищение от того, что вы видите, либо от того, как вы проводите время. Прям как ребенком себя почувствуете, ребенком, перед которым открыт весь мир. Слушайте, вот прям позитив, идет какой-то сплошной позитив. Так, готовьтесь к каким-то незваным гостям. Незваные гости, причем вот несколько раз как будто бы эта ситуация проигрывается. Будут ломиться наглым образом в ваш дом. Я не знаю, то ли вы не хотите именно этих людей видеть, то ли вы никого не приглашали и в принципе там не готовились для того, чтобы еще встречать кого-то.
А вот я вижу, что ворвутся, причем один раз, может быть, вы как-то и сможете этих людей успокоить и отогнать от своего жилища, а вот второй раз никуда от этого не денетесь. Вот люди как будто бы сковывают вас, сковывают, и вы прям на нервах даже немножечко будете. О вас, кстати, будут вспоминать люди, о ком вы даже не особо помните. Вы иногда будете говорить и думать, а кто этот человек, ну, типа, как он выглядит, либо как она выглядит. Да, такие моменты тоже будут. Но они приятные. Это приятное внимание к вашей персоне. И после каждого разговора вы прям будете ощущать, что вам хорошо, становится хорошо. Так, здесь какой-то человек с краткосрочным визитом. Вот здесь печалька. Печалька, потому что человек, совсем мало времени с вами побудет, и вот как нужно куда-то ехать, уезжать, не знаю, возвращаться, возможно. Вот, и вы даже можете немножко расстроиться и распереживаться, и у кого-то прям даже до мигрени может дойти. Мои милые, это жизнь, понимаете? Человек и так сделал все, чтобы с вами побыть. Вот, отнеситесь к этому хотя бы адекватно, да? Адекватно. Вот, не надо. Эти слезы, они никому не нужны, эти расстройства никому не нужны. Кому нужна мигрень? Вот, не расстраивайтесь. Может быть, это ваши детки с краткосрочным визитом приедут, и вы рассчитывали, что они побудут несколько дней, а они на несколько часов приехали. Либо это ваш, например, любимый человек, который по долгу службы взял короткий отпуск, да, приехал буквально на день, на сутки, и ему нужно уезжать. Вот. Не надо нагнетать эту обстановку, и принимайте все как есть. Вот. Все будет хорошо. Так, берегите свое здоровье. Смотрите, мне не очень нравится какая-то еда. Еда это что-то необычное, экзотическое, либо то, что вы раньше никогда не пробовали. Вот. Здесь можно отравиться очень сильно. Не знаю, то ли она некачественная, то ли она как-то неумело приготовленная. Но это кто-то делает. Это кто-то делает, и кто-то будет вас угощать. Вот. Я, конечно, не призываю вас на рот замок повесить, но будьте осторожнее с тем, чего вы не знаете, и тем, что вам кажется необычным, экзотичным. Потому что здесь действительно могут быть какие-то неприятные моменты. Так, про алкоголь я говорить не буду, потому что я прям тут хмельные пары вижу. Праздники, греха не выпить. Но меру надо знать. Меру надо знать. Особенно мне не нравятся мужчины. Мужчины, если вы меня смотрите, и даже если вы не пьющий мужчина, смотрите, у вас тут такие посиделки идут, там, где, я не знаю, заставят, вот руки-ноги свяжут и в рот зальют. Вот. Будьте поаккуратнее. Чувствуете, что голова хмельная? Так выйдите, проветритесь. Либо каким-нибудь образом оттуда уходите. Да, потому что могут быть непредсказуемые последствия, начиная от потери важных документов, заканчивая даже какими-то травмами, достаточно серьезными, очень серьезными. Вот. Будьте поаккуратнее. Так. Почему у вас такие расходы большие? Очень много расходов идет, очень много. Как-то вы деньги тратите, либо не думаете, куда вы их тратите, либо на что-то надеетесь, либо на кого-то надеетесь. Смотрите, могут с этим быть проблемы. И проблемы достаточно серьезные. Поэтому повесьте лучше замок на свой кошелек. Да. Либо поставьте лимит на карте. Я понимаю, что в веселье, что в желании продолжения праздника, банкета захочется чего-то большего. Но деньги, они имеют свойство очень быстро заканчиваться. Вот, всегда об этом помните. Если вы видите, что ваш партнер разбушевался, да, и все всем оплачивает, сделайте либо замечание, либо, не знаю, каким-нибудь хитрым образом отберите у него деньги, либо карту. Потому что расходы тут какие-то капитальные идут, причем на какую-то ерунду, на какую-то несерьезную, на какие-то несерьезные покупки, да, без которых можно абсолютно обойтись.
Так, я вижу, кто-то расстроится из-за вашего наряда. Что-то красивое. Вы что-то красивое. Видите, вы как принцесса в этом наряде, но какая-то злая ворона спровоцирует ситуацию, либо даже специально, знаете, умышленным образом, вот как обольет, либо там как кусочек отщипнет, порежет, да, что-то будет делать. Женщина, очень завистливая женщина, вы почему-то с ней в одной компании, и она вам, ну, не сможет простить, что вы хороши. Вот. А поскольку она в душе пакостница, да что в душе, она и по жизни пакостница, она может испортить ваш наряд. Это не значит, что вы не должны красиво одеваться, красиво наряжаться, но я думаю, что вы каждый знаете, да, кто к вам какие чувства испытывает. И если эта женщина к вам близко подходит, вы ей делаете замечания, либо стараетесь от нее отходить. Да, потому что может специально, потом сказать: ой, я случайно, ой, да. Вот, специально она будет это делать, потому что вы очень хороши. А может быть, даже у вас одинаковые наряды будут, да, похожие наряды, либо одинаковые, но только вам этот наряд очень идет, а она выглядит как в мешке, как чучело, да, выглядит. И ее это будет прям беспокоить, штормить, долбить, и вот она ничего лучшего не придумает, как испортить ваш наряд. Так. Мои хорошие, вот я вижу, что для кого-то эта неделя, она как, ну вот новизна именно во взаимоотношениях. Я так понимаю, что ваш любимый человек накануне вам сделает предложение выйти замуж, сделает вам предложение, и я вижу, что вы как в новом статусе, да, то есть вы невеста. То раньше вы были девушка, там, подружка, девушка, возлюбленная, а теперь вы невеста. Вот. И вижу, что у вас как колечко на руке. И вы прям такая счастливая ходите, вот, и это, знаете, как это, всем показываете это колечко. Прекрасно, это прекрасно. Я вижу, что люди будут за вас рады, очень рады, поздравления будут. И вам захочется, ну не знаю, какой-то, может быть, организовать прием по этому случаю. То есть отдельно, да, пригласить людей, вот именно отпраздновать то, что вы теперь невеста. Либо ваши родные и близкие скажут, что надо это отметить. Да, и вас еще вот как ждет праздник, когда вы вот именно в честь вас, да, в честь вас, вашего жениха, вот ждет праздник. Тоже очень интересно, весело будет. Так, конец недели. Конец недели — это какая-то бытовуха, работа, очень много дел. Ну, кому-то придется наводить порядок, перемывать, там, не знаю, посуду, перестирывать там грязные вещи, загрязнившиеся. Но много всего свалится, и вы вот как такая маленькая лошадка будете запрягаться. Конечно, не хочется, но что делать надо. К сожалению, я не вижу рядом с вами помощника. Вот кто бы сказал: мама, а я тебе помогу, да, либо любимая, иди отдохни, посмотри там фильм хороший, да, а я все сделаю сам. Этого, к сожалению, я не вижу. Я вижу, что вы будете работать, вижу, что вы будете уставшие и даже немножечко раздраженные, потому что никто не помогает. Вот, ну, такая вот она женская доля, девочки. Очень редко кому везет, что прям были помощники, либо как домработники. В основном все мы делаем сами, своими ручками. Вот этот момент, он здесь ярко вышел. Извините, что подпортила вам отсыпочку, но я не могу об этом не сказать. Так, что главное? Главное, что вы хорошо повеселились, хорошо провели время. Возможно, эти праздники, они будут, ну, самыми необычными из тех, которые у вас раньше были. В чем необычность? В том, что какое-то повышенное идет веселье и очень много вот люди, циркуляция людей, встречи с людьми. Ну, кто любовь свою встретит, да, либо сойдется с любимым человеком, прям для вас вообще счастье. Запомните этот Новый год, да, и все эти праздники на долгое время. Вот. А для других, возможно, так складывалась ваша жизненная ситуация, что вы, ну, либо не праздновали, либо праздновали в каком-то уединении, да, вот прям только самые близкие и вы. А в этот раз постоянно, вот смотрите, там и люди, и движения, и что-то новое, что-то необычное, что-то яркое.
Эта неделя идет неделей праздника, неделей удовольствия, релакса, вот когда не нужно там куда-то бежать, что-то делать, кому-то что-то доказывать, за что-то бороться не нужно, а просто можно расслабиться, вот выдохнуть и вот как в сказке побывать, да? Взрослые, они превращаются в детей. Вот. Ну, конечно же, со своими минусами, но тем не менее. Так, мои милые, всех вас хочу поздравить с наступающим Новым годом. И пусть этот год исполнит все ваши мечты и все ваши желания. А то, что было плохого, неприятного, пусть навсегда уйдет из вашей жизни вместе с уходящим годом. Всех с праздником, всех люблю, всех обнимаю, всех целую. До новых встреч в новом году!